Приветствую всех телезрителей телеканала Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Этот выпуск, я думаю, будет очень интересен и полезен девушкам и женщинам, поскольку век новых технологий, время, когда мы все спешим куда-то, все мы очень должны экономить время, но, тем не менее, должны выглядеть всегда прекрасно, согласитесь. Поэтому сегодня вместе с очаровательной девушкой, парикмахером-колористом Нури Казаковой мы вам дадим полезные советы по укладке, локонов, простых и сложных, вы сказали, а также, что немаловажно, у многих из нас есть челки, тоже вечно с ними мучаемся, вот как их правильно и быстро укладывать, мы тоже вам сегодня обязательно покажем, поэтому оставайтесь с нами. Нури, приветствую вас. Здравствуйте. Расскажите, как давно вы вот в этой бьюти-сфере сами? Уже, получается, 7-й год идет, как я работаю в этой сфере. Свою работу очень сильно люблю и хочу даже развиваться, стать настоящим профессиональным стилистом. Наверное, даже открыть свой салон когда-то, свою студию. Ага. Ну, я думаю, можно приступить. У нас готова модель. С чего мы начинаем, что нам для этого потребуется? Давайте расскажем по порядку. Сейчас на модели я покажу два вида локона. На одной стороне будет классические локоны, можно на праздники или куда-то, если идет, девочка может сделать. А на второй стороне будем делать более такие распущенные повседневные локоны. Их называют иногда даже пляжными, между пляжными и повседневными. Сначала нанесем несмываемый уход для объема и солевый раствор, чтобы волосы были более податливые, пористые, чтобы локоны немножко дольше держались. В принципе, можно найти, наверное, выбора много, выбора много. В любом профессиональном магазине можно найти. Их желательно делать в влажном виде. У нас сейчас уже почти сухие, это 90% сухие. Сначала по длине. После этих спреев надо обязательно волосы высушить 100%. То есть укладка только на сухие, да? Да, только на сухие. Надо, чтобы волосы обязательно перед ними были 100% сухие. Дома можно просто вот так по росту волос высушить, а в салоне мы сушим с помощью расчески. Один такой важный момент: воздух с фена должен идти параллельно по волосам, не напротив, параллельно желательно. Когда расчесываем расческой обычной, тоже мастера выдуваем параллельно, получается. И когда с помощью брашинга, когда сушим, клиентам кажется, что мы напротив волос продуваем. А на самом деле мы с одной стороны расчесываем, с другой воздух параллельно по волосам. Прям очень сильно. Когда воздух сильно дует по волосам, получается, выпрямляется и еще сушится. Так. Волосы будут более такие здоровые и рассыпчатые. Волосы высушили. Теперь желательно разделить на пряди. Можно разделить только на 3 пряди, чтобы быстрее получилось. Как удобно будет. Это, наверное, зависит еще и от густоты волос, да? Если там, грубо говоря, 3 волосинки, как мы любим говорить, жаловаться. Можно, в принципе, на 3, оказывается. Мы же будем показывать быстрый способ, как делать локоны, чтобы клиенты дома быстро могли сделать. Для этого потребуется утюжок, либо плойка. Желательно термоинструмент было бы хорошо, если чуть потоньше. Тогда локоны будут более круче и мельче. Сейчас у меня только вот такие утюжки, такие большие. Но там они варьируются по градусам же, да? Вот какой самый такой безопасный градус? 180-200 будет средний такой. До 200? Да, до 200.
Берем первую вертикальную прядь. Можно по желанию сделать потоньше, тогда будет локон больше. Ага. Можно даже шире этого прядь. Ага. Вертикально. То есть как нравится, да? Как нравится. Какого результата? И делаем полный поворот, чтобы кончики волос смотрели на нас. Ага. До И конца. вытягиваем, И да, как бы? вытягиваем медленно до конца. Ага. Желательно с одного раза сделать локоны красиво и несколько раз проходиться по волосам нежелательно. На одном месте стоять больше 2 секунд тоже не рекомендуется. Так, прядку мы сразу оставляем, да? Да. Ничем ее брызгать пока не надо. Да, пускай немножко. Мы можем сначала вот локоны сделали, получается, положили утюжок, полный поворот, кончики смотрят на нас, до конца втягиваем. Так. При желании можно вот так невидимкой закрепить, чтобы они немного остыли. Чем дольше остывают волосы, они больше будут фиксироваться и долго будут Держаться, да? Ага. Но так как мы хотим повседневные локоны показать, этого делать не обязательно. То есть как бы естественно в итоге, да, должно лежать. Можно еще перекрут сделать несколько раз, если волосы длинные. Но для этого немного потребуется опыта. В основном один вот такой поворот хватает. Мы на одной стороне делаем локоны именно вот идя вертикально. Тогда получается локоны вот такие объемные, праздничные. А с этой стороны мы будем делать более легкие, такие распущенные локоны. А с этой стороны, получается, тянем не вертикально, взяли вот прядку и вниз тянем, чтобы они более такие повседневные и легкие были. И вот И какая кончики, разница да, у нас. кончики немножко прямые будут. Сразу заметно. Да. Делаем полный поворот. Кончики смотрят на нас и вниз. Кончики прямые. Также второй прядь. Вначале делаем немножко полукруг на лицо, чтобы объем был лица чуть-чуть. И как обычно берем прядку. Также полный поворот, чтобы кончики смотрели на нас. Идем вертикально до конца. Локоны объемные. Кончики тоже, получается, крутятся. На одном месте больше 2 секунд желательно не стоять. Важно, наверное, еще утюжок, да, правильный подобрать. Да. То есть не какой-то дешевый Покрытие, там, да. да? Покрытие было бы очень хорошо, если керамика, либо титановый. Какая красота получается. Да. И еще такой момент, когда девочки себе первый раз делают локоны, может быть, не получится с первого раза, и тогда надо оставить локон, прядку, чтобы они остыли, а потом уже переделывать. Если в горячем виде сейчас они же еще не остыли, в горячем виде, если возьмем и начнем исправлять, тогда у нас не получится хорошая форма. То есть испортится форма. Испортится форма, да. Так, с этой стороны. Берем утюжок, полный поворот и вниз идем. Чтобы кончики были тоже такие прямые. Так, крутим волосы. Пока они остывают, руками сразу оформлять не будем. Лучше не трогать, да? Не да? трогать. Пускай остывает, фиксируется. Также вот у лица немножко оформляем. Полуповорот на лицо делаем. Потом, как обычно, полуповорот и вниз тянем. Кончики можно чуть-чуть выпрямить. А что удобнее, что комфортнее? Все-таки утюжки или плойки? Плойкой тоже можно сделать, если дома плойка есть. Но утюжком быстрее получается. Быстрее, да, наверное? И можешь оформлять, как ты хочешь. И он более, наверное, универсальный еще, да? Ага, сразу можно, несколько. если что, можно выпрямить. Поскольку вы работаете колористом, это вот по сути есть окрашивание, ведь, да? Ага.
Вот что бы вы посоветовали? Ну, многие, наверное, из нас окрашивают волосы, да? Сколько раз окрашенные волосы можно мыть? Вот ваши рекомендации какие? Все говорят по-разному, да? Вот многие даже моют каждый день волосы, да? Кто-то говорит, что это вредно, кто-то неделями не моет, да? Вот ваши личные какие рекомендации? Самое главное, просто у всех тип волос, тип Разный. кожи. Тип кожи именно разная. У кого-то жирная, у кого-то сухая. Кто-то может раз в неделю мыть и ходить спокойно, а кто-то может неделю один раз, 2 раза мыть в среднем. Самая такая правильная получается неделю 2 раза мыть волосы. Но если у клиентки, у девочки кожа головы жирная, и ей приходится, особенно летом, да, мы потеем, каждый день мыть можно, только надо именно шампунь и бальзам правильно подобрать. Шампунь и бальзам должен быть такой более щадящий и деликатный. В любых шампунях есть в составе, там написано pH. pH должен быть максимум желательно 4-4,5, в крайнем случае 5 тоже можно. Если выше, уже получается он идет как глубоко очищающий, и цвет может быстро вымыть с волос. Поэтому, если подобрать самое главное шампунь, уходовые компоненты правильно, тогда можно спокойно мыть, когда хотят. А как вы относитесь вот к сульфатным, бессульфатным шампуням? После окрашивания прям очень хорошо подойдут бессульфатные, но бессульфатный шампунь тоже не всем подходит, нравится, да, потому что они очень деликатно грязь чистят по длине, дополнительно увлажняют, и за счет этого кожа головы быстрее будет жирной. Либо можно бессульфатный шампунь взять и обычный щадящий, и чередовать их. По очереди. Да, по очереди мыть. А если шампунь бессульфатный в принципе не подходит, тогда вот обычный шампунь уходовый, только щадящий, деликатный. pH средний 4-4,5. А так бессульфатный шампунь именно по длине волос прям очень хорошо полезны именно по длине, потому что например, обычные шампуни, они очень хорошо очищают у корня грязь, но по длине сушат. Так, да, знакомо. Это именно для окрашенных волос очень вредно, потому что они и так уже, получается, немного пористые. Все равно щадящее окрашивание не бывает. Все равно, когда сделаем сложное окрашивание, либо даже в один тон красим, они все равно немного портятся. Поэтому надо уход очень щадящий, деликатный, более мягкий уход нужен. Отлично. Так, мы закончили. Что наши локоны готовы, да? С одной стороны, как мы сказали, это повседневный стиль, да, вид. С другой стороны, более праздничный. Да. Ну и при желании, в конце, при желании можно использовать лак сначала, а потом руками либо расческой, такие вот зубчики большие, называются гребень, ими расчесать. Либо можно, если хотите, чтобы они надолго держались, более повседневные смотрелись, можно сывороткой, либо кремом для волос оформить. Я сейчас использую сыворотку, немного, только прям 1 капель. Есть тоже разные сыворотки, более жидкие, более такие масляные. У нас сейчас жидкие, уходовые. Так, чуть голову назад. И по длине прямо, По длине, да? Какая красота получилась у нас. Сейчас без лака, без ничего, просто оформить. Они 2-3 дня. У кого как. Если волосы такие более стекловидные, прямые, день держится в среднем. А если волосы такие нормальные, средние, 3 дня. А если прям сухие, пористые, до мытья будут держаться. Ну, что ж, дорогие девушки, если приноровиться, да, Нуре, буквально 10-15 минут, да, и наши локоны готовы, можно отправляться покорять этот мир, покорять новый день. Да. Спасибо нашей модели. Ну, а мы далее продолжим, да, работать с таким сложным, да, очень нелюбимым. Для девочек. Да, для девочек, скажем так, деталью. Это челка, да? Да.
Сейчас мы вам покажем, как укладывать челку, удлиненную, или как сейчас называют шторка. Как укладывать феном, и можно еще показать, как укладывать утюжком, экспресс-укладку сделать. Так, делим челку отдельно, остальные волосы закрепляем. Укладку феном желательно делать, когда волосы влажные. Ну вот мы как раз помыли волосы, да, наверное, и вот срочно, да, укладываем. Намочили волосы, теперь расчесываем, чтобы они по росту лежали. Используем уход для объема Так, у корней. Можно любой профессиональный для объема у корней. для объема. Да. В влажном виде на корни наносим. Сначала корни немножко высушим. По росту волос. Вы можете просто от лица вот так сушить корни, либо на лицо. Можно даже напротив роста волос, чтобы у корней был объем. Всегда, когда работаем брашингом, обязательно сушим волосы 80% до брашинга. Сначала сушим 80%. То есть до брашинга они должны быть практически сухие, да? Да. Берем брашинг, диаметр, размер 32, не слишком большой и не самый маленький, такой средний размер. Можно, есть два вида укладки, можно по росту с объемом вперед высушить. Сейчас я вам покажу разницу. Ставим брашинг именно к корням. По направлению роста волос 90 градусов поднимаем. Так. Сначала горячим воздухом, прокручивая расческу. Фиксируем холодным воздухом. Многие также могут направить в сторону, да, и оставить такими. Тогда получается, когда мы вперед укладываем, лицо немного полузакрытое получается. Сначала вперед высушили, и также вот расческу вставляем прямо у корней. И тянем назад. Сначала горячим воздухом. При желании можно бигудишкой или чем-нибудь, или невидимкой вот так закрепить. На некоторое время, да? некоторое время. Ну, 2 минуты, либо минуту можно оставить, пока вы краситесь или одеваетесь. Если будет достаточно, получается, холодным воздухом, если уже волосы остыли, тогда можно сразу же уже оформлять. Просто руками назад расчесываете, и они будут смотреть назад. Можно просто вот так оставить, но еще при желании Поднять, да? да, поднять. Вот, вместе прядки закрепляем. Маленькой невидимкой, можно даже обычной невидимкой. Вместе закрепляем. Ждем 2 секунды и отпускаем. У нас как? Но если куда-то идете, лучше лаком Зафиксировать, да? Зафиксировать. Обязательно именно снизу. Могли бы просто так оставить, но когда невидимкой вот так закрепляем, они более-менее немножко объемные получаются. Так как мы уже зафиксировали холодным воздухом, уже можем смело, спокойно руками вот так оформлять и лаком фиксировать.
Снаружи обязательно лаком. Лак не должен прям близко находиться к волосам. Должен в среднем где-то 30 сантиметров дальше. От волос. Ага. Феном более естественно и объемно получается, очень красиво. И также, если вы куда-то торопитесь и вам нужна экспресс-укладка, быстро челку уложить, когда вот можно еще утюжком. Это на сухие волосы, да? Красивую укладку сделайте быстренько. Только перед утюжком волосы должны быть 100% сухие. Также 90 градусов поднимаем так, и утюжком оформляем. Скользящим движением быстро, кончики немножко полукруг и назад. Тоже можем невидимкой закрепить, да, пока они остывают. Где-то несколько минут или пару минут. Либо можно холодным воздухом дать остыть волосам. Еще есть лайфхак у мастеров. Фен, когда мы феном работаем, сзади фена выходит холодный воздух. Мы можем им когда они уже, получается, остыли, так же, как и оформляли феном, вот руками фиксируем. Обязательно сверху и внутрь челки тоже фиксируем. Так, ну что, вот такая вот у нас красота получилась, да? Спасибо, Нури. Сегодня я тоже, да, немножко обновилась. Хотелось бы пожелать всем девушкам оставаться красивыми в любое время года, а особенно летом, да, когда мы можем позволить себе открытые наряды, без головных уборов ходить, да. Нури, вам огромное спасибо. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрительницам, можете сказать несколько слов? Всем девочкам желаю женского счастья, чтобы они любили себя по-настоящему, ценили, уважали и всегда ухаживали за собой. А я буду помогать девочкам быть еще красивее и увереннее. Да, я думаю, вот призвание как раз-таки, да, людей, которые работают в бьюти-индустрии, как раз-таки в этом и заключается. Нури, вам огромное спасибо. Я думаю, что мы с вами еще увидимся когда-нибудь в следующих выпусках. Да, покажем еще интересные лайфхаки, какие-то советы. Я очень надеюсь, что нашим телезрительницам они помогут. Спасибо. Вам успехов творческих и вдохновения. Вам того. Спасибо, что пришли. Увидимся на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами.